Так, ребят, ну что, начинаем. Как говорится, к этой поездке подготовились основательно. Взяли Дандробену. 1000 штук, ребята. 4000 рублей. Серега груза. Серега вяжется. Донки у него не готовы, старые. Ну, в общем, я говорю, ладно, занимайся. Потом помогу тебе выставиться. Дандробена. Сейчас посмотрю, какая Дандробена. Черви уже ушли. Они как-то в парнике-то можно копать. Вот. А на огородах уже все. Как думаете, Дандробену будет хавать, ребята? Будет. Четыре косаря. Ё-моё. Можно было рыбы купить. Какой хочешь. Вот так вот. Ну, поехали надолго. Чтобы не заморачиваться, короче. Вот. И получается, ребят, это 40 пачек. Если кто-то будет собираться куда-то надолго, берите вот так в россыпь. Потому что у нас скидка 600 рублей была из-за пачек вот этих коробок. Представляете? Охренеть нафиг. Ну вот. Ахмадит мне тут пляжик. Но там бутылочка эта невзрачная. Стоит или не стоит? Стоит, да. Местные ходили что-то там. Ну, тут промыслом занимаются. Так что здесь свои законы, как говорится. Здесь я знаю, что вот юрец рассказывал, что вот участки куплены бывают на этой реке. Ну, понятно, что я не могу там заниматься промыслом, но любительской рыбалкой я могу. Но опять же, если я буду стоять на донке и они приедут, как вы знаете, я им тупо буду мешать. Короче, оставлю Сереге здесь этот пятак, пускай занимается. Все-таки уже не молодой, но еще горячий. А я туда на дальний кордон пойду. Будем брать весь обрыв. Короче, будем брать, ребята. Так, ну что, погнали. Вот моя осина. С нее я начну. Не знаю, конечно, как по корягам, ребята. Так, течение у нас сюда. Но свал вроде здесь великолепный. В прошлый раз я сюда хотел встать, но потом поперся все-таки на пляж. Ну, в принципе, не прогадал. Вот. Ну, а теперь у нас будет вот такой свал. Не знаю, зацепы, не зацепы. Скорее всего, они здесь есть. Вон, видите, какие коряги, мне кажется, присутствуют. Так, Дандробена погнала. Классный червь, конечно, дорогой, но классный. Плотный, вонючий. То, что нужно. Такой, знаете, мясистый. Вот. Новое место, ни хрена непонятно. Что-то как будет, не будет, зацепы, не зацепы. Можно перервать все. И все. Поехали. Первое. Что-то я не понял, ребята. Сколько глубина-то, не понял. Не понял я, сколько глубина. 4 метра, что ли, 5. Раз.
Все. Блин, охренеть, метров 6, ребятки. Ё-моё. Метров 6. Блин, ну если тут живет какой-нибудь слон, то он только здесь и живет. Он здесь и живет, ребята. 100%. Охренеть, метров 6. Ё-моё. Вот это туда. Тут по-любому вся рыба живет. 6 метров. Магнючий случай. Темнеет, блин. Ни хрена не успели. Замотались заездом. Жесть. Вот эта глубиночка. Вот это она пойдет. Вот это пойдет, конечно. Блин, тут вообще походу 7 или 8. Сотка падает, ребята. Секунда метр. А здесь ужас. Ё-моё. Вот это да. Это серьезная глубинка. Да ну нахрен. Все глубже и глубже. Это серьезная, конечно, заявочка. Правда, поздней осенью, возможно, это не сработает. Просто стоят вот так. Вы представляете, ребятки? Да, я в шоке, конечно. Осенью сейчас воды не так уж много. Такой приямок. Блин, тут, наверное, ребята, мамаши стоят, щука. Тут, наверное, джиг процветает. А вот Леха говорил, что вот когда весной половодье, вот Налимов рыбачит тоже, говорит, с этого берега, только сверху. Это, представляете, ребят, сколько еще? Я не знаю, метров 20, наверное. И туда еще русло. Жестко здесь, конечно, обрыв. Ладно, что, я закидушки побросал, ребят, сейчас донками продолжу туда. Кстати, что-то клювало уже. Мелочь какая-то дергает. Вон там что-то гремит аж. Ну, значит, есть какая-то рыба. Если есть рыба, значит и будет крупная рыба. Отвечаю, Вася. Какое-то грузило, ребята. На веревке. Сетка какая-то. Короче, понятно здесь. Ребята занимаются. Вон какое грузило. На лагерь отнесу. Может пригодится. Куда она пригодится? Никуда, наверное, не пригодится. Здесь такой подъем. И сейчас, ребята, вот вода позволяет ходить. Видите, такой, как сказать, пляжочек открылся. Здорово. Удобно вон ходить. Не надо переползать его. Опа. Еще трофей, ребята. Еще трофей. Вот такой воблер. Причем не такой уж старый. Это, видать, ходили по большой воде, я так понимаю, вдоль берега. Так. Погнали доночки. Уже, ребят, потемнело.
Тут такая обраточка. Блин, ну тут на миногу, наверное, надо. Но мы не успели. Завтра накопаем. Ножник есть у нас. Отлично. Так, вот это всякую чепуху сразу надо удалять, чтобы ночью потом не мешало. Я даже не знаю, какую дистанцию, ребята. Видите, там свал сразу здесь рядом. Мощный. Мощный, сочный свал. Вот здесь прям сразу. Далеко, конечно, от лагеря. Поклевок слышно вообще не будет. Многие спрашивают, зачем тогда вешаешь колокольчики. А когда рядом хожу, ребята, слышно бывает, какая-то звенит. Уже как бы есть понимание. Вот. Так что не просто так все это дело. Раньше с пацанами палочки вешали. Да мы раньше-то много-то и не ставили. Каждый себе поставит по 3-4 штучки и рыбачим. Потом начали колокольчики из патронов с гильз делать. Режешь гильзу, проволочку, на рябинку туда, на рябинке картечина или гаечки просто. Короче, заморачивались. Так что, ребят, снасть-то это у меня уже с детства. Падает, 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 падает. Упала. Ёп, макарек. Вот это глубиночка, блин. Коротенькая. Будем пробовать по-разному. Так, друзья, ну что, все, в принципе, готово. Ну как готово? Детей надо, наверное, уже, скорее всего, проверять. В общем, 6 закидушек и 4 донки. У меня есть, конечно, еще донки. Есть еще место. Там, кстати, тоже приехали, походу, по налиму. Там пляж тоже. Тоже фонарик светится там. Вот. Есть там еще место, но смысл бросать, как бы, непонятно, будет вообще здесь толк, не будет. Вот. Мелочь какая-то звенит, значит, ходить нужно работать. Расстояние у меня, конечно, капец какое здоровое. Ну, пойду Сереге помогать. Что он там, связал, не связал, сделал, не сделал. Здесь тоже надо ремонт мне, какие-то поводки поменять. В палатке это в течение рыбалки делается 3 секунды. Вот. Короче, подзакивает что-то. И донка уже звенела тоже. Цинь, цинь. В прошлый раз я в это время, ребят, уже налиму поймал. Крупного самого. 3,255. Так что вот такие дела. Тут, ну, прикольно, ребята. Здесь песок. Смотрите, такой мелкий камень местами. Я думал, налим-то тоже должен. Ну, блин, глубина меня смущает. Капитальная просто вообще глубина. Вот малек подошел. Но это ему на пляжах надо давить. А так я не знаю. Ну, посмотрим, что, где наша не пропадала. Что. Иду обратку перезабрасываю. В принципе, нормал. Вон даже местами все живое. Уже, если бахнет, бахнет. Только надо найти дистанцию. Найти надо, ребята, дистанцию. Сейчас, Серег, включу я лампу Аладдина. А то ты тут мучаешься без света. Так что будет, Серег. Будет ярко, как гром, да? Вот так вот. Нормально? Заебись. Вообще огонь.
О, Серега плетет, поводочки делает. О, поводочки. Поводочки. Да, уже прохладненько, да, Серег? Ага. Уже надо подтапливать печурку. Ну, хотя, в принципе, терпимо. Нормально. Все равно сейчас пока лазить будем. Ближе уже к делу, так скажем. Подтопить надо. Прохладненько уже. Палатки, да еще ничего. На улице-то уже. На улице тоже прохладненько. Дрова, конечно, у нас такие себе. Нормально. На ночь пойдет. В печи-то жару-то даст. Че ты уж. Это не костер. Да. Это печь. Я вон было как-то в саду. Гнилушками даже печку всякими топил. Какие-то жару-то хватает. О, батареечки все зарядились. Шикарно. 99%. 1% только сожрала. 3 батареечки у меня заряжены. Отлично. Короче, пока Серега тут тоже вяжет, надо тоже мне тут пару донок подделать, так скажем. Так, здесь у меня просто... здесь у меня просто надо крючок завязать. А то мало ли там может в том краю будет звенеть, так я продолжу. Без проблем. Печурку затопили, ребятки. Все дела. Сейчас все шикарно будет. А это у тебя, сколько литров печка? 35. Да, печурка вообще огонь. Там, блин, знаешь, сколько нюансов вообще, я жесть. Я думал просто, да, там как бы стены, этот. А это у тебя была на пилетах? А почему была, она мне есть? Ну, я говорю, то, что она так как, Что она как? нормальная печка или... Ну, она есть минусы, есть плюсы в каждом. В каждых вещах. В этой печке большой минус — это очень тяжелая она. Она очень тяжелая. Второй минус, естественно, это... Вот эта печка тоже нелегкая у тебя. Ну, это да. Она нелегкая, но я ее брал как бы для этой палатки, потому что объем здесь, сам понимаешь, и как бы понятно, если сейчас осенью она не нужна мне, в принципе, можно и другой топиться, но зимой зато вообще комфортно. Вот. Так что вот. И Он тогда в этом, на водовороте, натопил, блядь, в палатке. че? Че, блядь, да ты сов разделся, дышать нечем, блядь, жарище, блядь, вообще. Ну, там надо регулировать, просто, видать, ну, видишь, я уснул, наверное, скорее всего, вот и все. Ну, сегодня ты будешь кочегарить, кстати, первая смена твоя, Да, Виталич. хрен с ним.
Так что сегодня ты в кочегар записался. О, будем кочегарить. А что В кочегарь? принципе, я что, закочегарил, пальник лег, до минус 20 мне по барабану надо. Ой, начинается со своими спальниками, блядь. А что у тебя? Ты что какой взял хоть? Опять летний? У меня лененький, маленький, конечно. А? Маленький, да. Летний? Ну, летний, да. Он до скольки хоть? Ну, там минус 5 написано, но нету столько от меня. Как в твоем тоже столько нету. Это экстрим у тебя. Поверь, то, что они пишут, это все бред. Ну, бред, не бред, ну, по крайней мере, вот когда в тот раз. Хоть бы раз стал, по печку подкинул, блядь, да, ни разу не замерз нахрен. Да ты как этот, как улег в берлогу свою, так тебе все и не блядь, видать. Андрюх, я тебе говорю, в нем реально тепло. Тогда вообще дрова не будем пилить, будем спать, короче. В спальниках. Да не, базара ноль, что, нормально. Ладно, короче, что, давай, ты что, завязался? Или еще? Да, Вяжемся. у меня тут вон старые крючки. Ну-ка. Ну, конечно, это надо менять все, Серега, ёпта. Да, понятно, что надо менять. Они ржавые все, и поломаются сейчас 3 секунды. Ломается. Подшипники, да? Ну, Пойдет. а что, на работе было этих старых подшипников, ну, этих ужатых, которые уже не, как говорится, выбрасывали. Я их что, хоп, нахуй, на грузах пойдет. Да пойдет, да. Так, ребят, ну что, перевязали доночки. Так, взял, мало ли, продолжу. Посмотрим сейчас. Перезаброшусь. Посмотрим обстановку. Палатки хорошо. Морозик небольшой уже давит. Ну какой свал, ребят, смотрите. Сколько малька. 18:32. 18:32 у нас. Рыбалка начинается. Ох ты. Ох ты, ох ты, ох ты, белоглазка, ребята. Коцаная, смотрите. Кто-то покоцал. Белоглазка на таких глубинах клюет. Белоглазочка. И вот у нее коцки есть. Не знаю. Так, я взял кам. Потом в садок рыбу будем отпускать. Кам новый. Кам новый. Белоглазка, белоглазка. А зачем нам белоглазка? Нам нужен-то налимяха. Ее, в принципе, можно на нарезку будет порезать. Так, ладно. Первая рыба в яме. Первая рыба в яме. Блин, бровка такая жесткая, вообще жесть. Так, тут что у нас все нормал? Ну, поднабить, поднабавить не грех, как говорится. На налимчика-то. Поехали. Опа. Здесь далеко не кидаю, потому что я не знаю, дальше смысла, наверное, я не вижу кидать, такая ямища страшная. Так, ну что, закидушки. Одна белоглазка, ребята. 4 доночки.
4 доночки у меня. Не знаю, будем продолжать, не будем. Ну, в принципе, рановато еще. Может, здесь в яме-то он попозже выйдет. Должен, зараза, должен. Опа. Кто-то есть. Ребята, видать, первый. Первый. Походу, первый. Ага, сюда иди. Первый засранец. Небольшой жареник. Многие пишут, жареный, говорит, мелкую рыбу называешь. Ребята, вы не ели? Налима. Самый сладкий такой. Ну вот видите, доночка. Так. Кан, конечно, такой стрёмный. Не расправленный еще. Вон сколько малька. Офигеть. Так, ну что, значит, продолжаем. Значит, будем ставить. Я так понимаю. Небольшой. Поднабавимся. Как говорится, вкусняшки. Поднабавимся. Сегодня на реке людно. Пятница, выходные. Ребята рыбалят. Так, ну что, с первым мелким налимчиком у нас. Странно. А там почему нет? Вторая доночка, ребята. И тоже кто-то есть. Тоже кто-то есть. Красавчик. Такой же. И на ту тоже есть, ребята. Вот они тут, короче. Там все херня. Нашел, короче, прием, где они стоят. Блин, мелкие, конечно. Вот они тут, короче, стоят. Вон там тоже, ребят, качает. Блин. Значит, туда мы закинем тоже. Все, этот заглотил капитально. Вот что вот глотают, ребята, они не по-детски, конечно. Вообще жесть. Надо будет взять щипчики. Я сейчас их взял, не забыл. Жесть. Вообще там, короче. Вот. Интересно, видите? Как-то там глухо, а здесь на донке есть. Я так понимаю, 3 подряд. 4-я, не знаю, сработало, не сработало. Бляха-муха. Ну ты, братан, даешь. Засрал, засосал. Так, ребят, 3-я. 3-я, там 4-я. Есть. Ну, походу, стандарт, ребят. Детский сад пока. Так, с глубины прикольно тащить. Идет, мутит. Вон грязно, ребята. Они прилипшие стоят. Все пузо грязно. Смотрите, не знаю, видно. Видите? Кровище сразу пошло. Так. Это о чем-то говорит.
Тут что-то есть интересное. Так, 4. Не, ну на 4 нету. А то это слишком уже многовато будет. Губу раскатал, да? Так, ну вот здесь что-то какая-то интересное место, ребятки. Вот здесь пучки нормально. Все четко. Все хорошо. Ну, когда на дробана, ребята, выглядит. А? Аппетитненько, да? Не то, что вот эти белые. Огонь. Так, ну что, продолжаем. Ставим. О, как раз ветки, кусты. То, что мне надо нарезать. Люблю, когда, ребят, новые поводочки. Вот, смотрите. А? Ровненькие. По красоте. О, красота. Вот. Ништяк. Раз. 2. 3. 4. 5. Так, ребята, ну что? 3 подряд получается. В каком-то месте. Может, что-то там интересное. Ну, а так пока у нас закидушки. Белоглазка и 3 налимчика на донке. 3-1 в пользу донок. Нормально. Посмотрим, что дальше будет. Ходить, конечно, просто труба. Замучишься так. У тебя, конечно, тут ветки, блин, смотри. Вот, блядь, на, убрать. Пиздюк, да? Пиздюк. Ага. У Сереги тут тоже пиздюк. А у тебя что? А у меня 3. 3? Ага. И белоглазка. Сопа? Белоглазка. Ну, я вижу сопачку. Ну, не знаю, сопа, не сопа. Так, рыбейку в садок. Нажарево поймали. С Серегой. Жарево поймали. Кровище, конечно. Страшное дело. Ага. Не знаю, выживут, не выживут. Что-то они уже, он себя плохо чувствует. Вот этот вроде еще более-менее. Серегин тоже не желез, походу. Будут жить, отпустим. Хотя навряд ли, наверное. Вон, видишь, белоглазка. Ага. Я кто-то, кстати, хапал. Сопа белоглазка. Сопа это в Астрахани. Почему? А у нас... Это и есть, она же сопа, она же белоглазка. Вот так вот. Аквариум запустили, ребята. Смотри, 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 белоглазка как гасится. Ну как, четко. Пока не наполним, не уедем. Что, ты все донки поставил? Да, еще ДО. Так вот на нее сейчас вот это. Понимал. Пацаны в гости приезжали, ничего-то не стал снимать. Не знаю, пацаны. Леха и сын с другом. Пацаны, в общем, привет вам огромный. Будете смотреть. Вот. Приехали, привезли Леха, короче, привез дров. Леха красавчик вообще, мужик.
Что там туда-сюда, хорошие дрова напилил. Блин, я говорю, так мы с пивой вроде как нормально все. В общем, они на ту сторону. Сейчас, говорит, посмотрим, что за бутылка, говорит, там стоит. Скорее всего, просто отметили как зацеп. Вот мне он объясняет. Возможно, просто ее кинули, как и все. А так мог бы, говорит, рыбачить и все. Ну да ладно, что у нас впереди куча времени. Постоим еще, успеем. Вот. Так что как-то так. Посидели, чайку попили, пацаны чай попили. Молодежь, я имею в виду. Чуть даже не спросил, сколько лет-то. Ну и, короче, что. Перезаброска. Пойдем, пройдем, посмотрим. Блин, ну что-то там, что-то интересное, если там 3 налимчика сразу крутанулось. Возможно, что-то там. А тут прям эти стоят, молчат. Ну да, не то пальто. Не та рыбалка, как в тот раз, конечно. Но опять же, возможно, даже и на пляжах сейчас такого нет. Потому что здесь надо попадать, как минимум. Так, в палаточке, что класс. Потом покажу, ребята, расскажу. А то постоянно пишите, что, Андрюха, как, где, что. Завтра, наверное, скорее всего, уже когда будет светло, покажу, расскажу. Потому что тут, в принципе, в основном все новое. И как бы вот уже я попользовался, и как бы есть какие-то понимания, отзывы. Вот, в плане вот именно вот этого всего. Именно все это барахло, вот этот большой стол, большая печка бралась именно к этой палатке большой. Вот, потому что вдвоем здесь куча места. Вообще куча. Оп. Угу. Есть поклевка, блядь. Есть зацепик. Как же без него? Как же без него? Что интересно зацепил? Грузило или что? Не похоже. Ну там все. Все. Крючок. Крючок походу оторвал. Поводочек оторвал. Да, поводок. Блин, вот и первый зацеп на этой хрени. Ладно, поводочек потом привяжу и перетащу ее или вверх, или вниз. Вот свежая, ребята, свежие доночки, 3 штуки, которые я добавлял. Вот тут есть поклевка. Ну, небольшой тоже налимчик. Вот. Это Килограмм на 8, не больше. на 8, да? Вот. Клюет поклевочка, ребятки. Что будем брать? Сидит уже давно, наверное. Даже неплохой вроде. А? Даже как будто неплохой. Я тебе что говорю. Побольше, чем те были. А, это стерлядка. Стерлядка забагрилась. Тихо, тихо, тихо. Что, забагрилась, что ли? Но курносая, блин. А? Так же нельзя делать. Ты что, малышка? Кто там писал осетр? Это стерлядь, ребята. Давай, беги, подруга. Подруга, мой суровый, ух, машина. Я-то думал, блин, налимчик хороший. Я тебе говорю, дергается, да нифига никак налим. Ну, Да. потрясывает, а тут видно, что такие... Так, еще раз проходик очередной. Ну что, вообще, черви все живые, не считая одного обрыва. Ну, это, в принципе, нормально, я думал, будет хуже. И вот стерлядочка прям за попу катится.
скатывается и крючки острые, багранулось. Такие дела. Все, походу, блин. Выход был, малыши повыходили. Мне кажется, что на пляж рыбка туда прет. Леха там встал с сыном. Может, что поймают. Приехали в гости так вот чисто. Молодцы, конечно. Ну, ладно, что. 9 час. Рыбачим. Горячее что-нибудь сделаю, покушаем. А что сделаем? Есть у нас все. Автоклав. Во, тема. Так, ребятки, что у нас там по времени? Ой-ой-ой. Время у нас 9:30. И у нас горячее сегодня. Горячее сегодня у нас будет мясо с овощами. Недавно в автоклаве готовили. Будем кушать. Крышку на нет, потому что крышки постоянно новые использую. Не экономим на этим делом. Опа, сковородочку сейчас. 2 баночки брал, не знаю. Сейчас, наверное, одной баночки нам Серегой хватит перекусить. Что-то уже кемарить даже захотелось. Устали с дороги, конечно. Да, не так сколько с дороги, сколько пока поднимали все это сюда. Ну да, возни много, конечно, нюансов. Возни много. Сейчас чаечек поставим. Опа. И на печеночку. Юшку откроем на максималочку. Серега за водой погнал, да. Вон котелок, Серега, термос. Набирай. Вот такие дела. Сейчас похрумкаем маленько. Чайка заварим, термос. Где ты, Серега, гулял там, блин? Ё-моё, охренеть. Весь в этих колючках. Да. Так, термос что у нас? Термос снизу у тебя где-то там валяется. Что ты задевался, Ой, да что, не знаю. друг мой? Что-то как-то зазевалось. Задевался, да? Ну давай. Ну давай. Будем Как- здравы. Как там говорится, чтобы у нас все было, ничего за нам это не было, да? Ну да. Типа того. Давайте, друзья, будем, как говорится. Да. Мы с вами. Вы с нами. От хлеба балдею. И когда он свежий, понял. Когда заезжаешь, там даже едешь уже,
И проходишь, слышишь запах этот свежего хлеба. Аромат. Не помню, мама раньше тоже в печке делала. Блин. С маслом, знаешь, вот этот горячий. С чаем, помню, как навернешь. Горбушку еще вот эту. Песня. Угу. Мусорка вон там. Мусорка под ногами. Ты что, листья хаваешь? 10 вечера. Топаю на проверку. Напились чаю, блин. Перекусили горячего. Хорошо. Снежочек валит небольшой. Такой проскальзывает. На реке сегодня людно. Там ребята, парни уехали сейчас на моторе. Видать, на избу поехали. Замерзли. Или что? Оп, задел нечаянно. Короче, такие дела, ребята. Хрен знает. Хрен знает. Молчит. Крайний раз проверялся, так все на месте. Там вот что-то вот на донках в конце у меня есть какое-то присутствие ребейки. А все остальное как будто так. На закидушках тихо. Одна белоглазка попалась. И все. Честно, так-то вообще устал уже, ребята. Спать охота нафиг. Сегодня намаялись. Капитально. Блин, поводок же не сделал. Что, думаю, забыл. Забыл поводок поставить. Сюда же. Ладно, придется вернуться. Точнее, проверю, да. Сделаю и вернусь. Поводок. Ничего не дергает он. Не подтягивает. Все же яма осенью. Она яма. Что-то непонятно. Подтащила как будто в ту сторону. Как будто подснесло даже. Или так кажется. Кажется. Когда кажется, говорит, креститься надо. Кто-то как будто жмякал. Ну, кто-то жмякал. Все же. Поднабавим сейчас. Что? Поднабавимся. Вкусняшек. Поднакинем. Мяска-то что у нас хватает. Дело прошлое. Ну что, завтра, если что, постоим на пляжу. Что там кабанам-то? Что там кабанам? Тишина, ребятки. Последняя донка. Все. Не ходит. Не ходит, не ходит. Не ходит, не ходит. Я что-то думаю, что-то как будто какая-то непонятная тема. Сопротивление как будто какое-то небольшое. Угу. Совсем малыш уже. Ой-ой-ой. Живец прям настоящий. Как ты, брат, угораздило за тебя
Еще съелся, как на самый настоящий. Дандрабену все забрал. Давай. Малышок. Вот они там ползают, ребята. На дне-то. Хи-хи-хи. Классно так они уходят. Ой, мне нравится. Да. Не то пальто. Так, ребятки, ну что, время у нас уже 12 часов. Первый час. Виталич немножко посапывает уже. Вот палатка, что, кажется, Ташкент хорошо. На раскладушке-то тем более. Будем завершать, ребята, сегодняшний день, скорее всего, потому что очень сильно устали. Получается, что у нас 3 подряд. Так интересно было, я думаю, ну все, что-то где-то нашли мы, получается. У Сереги здесь один попался, маленький, стрелядочка за попу. И сейчас вот маленький налимчик, в общем, ну как-то так. У ребят с той стороны, у Лехи 1 800 грамм, что ли, там. Вот это дает он капитально. Так что вот, я еще, конечно, не ложусь, я еще поваляюсь, я еще схожу, пройдусь, поменяюсь, заряжу, наверное. Ну, а завтра будет день, будет пища. Завтра будем копать миногу, завтра будем, может, покатаемся, может, я просто прокачусь для себя, сделал разведку вниз. Топливо у нас вроде как есть, хотя с заброской мы потратились немножко. Ну ладно. Ну, в общем, что-то с этого. А так не знаю, что. Ребята сидят, молодежь. Леха вроде на избу поехал. А Леха красавчик. Свой пацан, короче. Короче, ребят, все. Такие дела. Многие ребята буксуют. 3 часа вышел на проверку. Ух ты. Это такая белоглазка, что ли? Офигеть. Ребята, видали такую белоглазку? Охренеть. Жесть вообще. Вот это да. Да что ты такая буйная это. Это белоглазка, ребята. Блин, офигеть. Сейчас я ее зафотою. Белоглазенькая такая красотка. Хвостик подожми. Короче, ребят, вот они тут еще ходят, кушают. Три часа ночи. А я, короче, ребят, нифига не могу успокоиться. Фишка, в принципе, в другом. У меня же там поводок был оторванный. Я решил его, короче, поменять, вспомнил. Вот они что делают. Жмякают. На такой глубине белоглазка, офигеть. Не налим. Да. Ну ладно, что. Как-то так. Пускай доедают уже. Кусочки вот эти все вкусненькие. Пускай доедают. Опа.
Белоглазка, блин. Охренеть. Охренеть они. На живца зато пойдут. На продольник. Опять ночью, короче, подлещик вышел. И жрет он все. Еще тут оставить на лему. Миногу надо. Иначе так не пойдет. Иначе вообще дело беда. Дело-то беда, ребят, так пойдет. Подлещик если все жирает. А вот тут, ребят, хорошая поклевка какая-то. Тут прям что-то лупит. Точнее, лупило. Но будем надеяться, что сидит. Угу. Есть. Есть рыбейка. Походу налим. Опять же не крупный. Ну как не крупный? Нормально, ребята. О, ну, килограмм. Килограммовый и опять весь грязный. Смотрите, весь черный. Зараза. Смотрите, до кишков уже хапнул и выплевывает, а выплюнуть не может. О, кишки аж выплюнул. Дуралей. Дядька меня учил доставать крючки, втыкая в палец, то бишь под ноготь, одевая крючок и доставая его на пальцы. А у меня фонарик еще садится, зараза. Все, в принципе, показал. То бишь, вот так, ребят, я его продеваю в палец, вот так, и его достаю. Угу. Вот и налимчик. Все-таки вышли опять. На фонарик подсаживаться. Ну не зря поперся. Фонарик, ребят, уже на исходе. Последняя донка и вроде рыбка какая-то есть. Походу налимчик. Или подлещик. Еще кого-то снимем. Ну, видите, ребят, ночью рыбка вышла, получается. Ну, что-то непонятно. Вообще ничего нету. А клювала. Клювала, ребята. А, ну это понятно. Это у нас опять белоглазка, да? Блин, какие они здесь мощные, здоровые. Они, короче, вышли ночью и обжирают, короче. Донки обжирают, ребята. То бишь, не червя ночью. Если вечер стояла тишина, то сейчас в ночь уже беспонтово. Надо по-любому миногу. Здесь, допустим, поводок отличный. А здесь вот она клювала. Он что делает? Такие дела. Серегина надо проверить. Серега спит. Походу какая-то рыба.
На Серегины продольники, блин. Ё-моё. Ну, Сереги тут налимчик. Тоже грязнобай. Сидит. Вот все возле грузила. Все возле грузила грязная, блин. О, фига заел. Мокрая пошла. Надо насаживать. Сереги тут продольники целые. Ё-моё, блин. Пополнение небольшое. Ну вот что-то, наверное, самый крупный пока за сегодня. Выживут, отпустим. Блин, вот это белоглазка. Класс. Вот это красота, да.